Этот форум стал вторым в истории хлебопекарной отрасли региона. Так масштабно проблемы хлебопеков до этого еще не обсуждались. Передовые предприятия и профильные образовательные учреждения делятся опытом, наработками, рецептурами, причем как в теории, так и на практике. С самого утра здесь трудятся пекари и кондитеры. Калитки, плетенки, пирожки. Путь к сердцу опытного жюри лежит, конечно, и через желудок. Но компетентные эксперты на своем веку видали, а вернее пробовали всякое. А потому покорить их будет непросто. Дарья, участница из Воркуты, в качестве визитной карточки представит необычный угольный хлеб. Дрожжевое тесто с добавками активированного угля, потому что это наша визитная карточка, потому что у нас в Воркуте идет добыча угля, и так как я шахтерский город, мы решили сделать такую визитную карточку. Пока одни пекут, другие дискутируют. Форум хлеба – это и демонстрация профессиональных умений, и разбор насущных проблем. Сегодня в отрасли их накопилось немало. Техперевооружение, ассортимент и, главное, качество. Торговые сети выбирают продукт, который хранится дольше остальных. Таковы суровые законы рынка. В противовес частные или небольшие пекарни, которые, как правило, просто не попадают на полки магазинов крупных сетей. Стараемся выпускать нашу продукцию экологически чистой, потому что никаких пищевых добавок мы туда не вносим. Да, рецептуры стараемся разрабатывать сами на основании стандартов. Визингский филиал агропромышленного техникума повара-кондитера готовит почти за 3 года. С трудоустройством проблем не возникает. Вообще вопрос квалифицированных кадров в хлебной отрасли в этот раз практически не обсуждался. Специалистов, как и рабочих мест, хватает. Техникум – одной из ведущих образовательных организаций, которая готовит кадры для хлебопекарной отрасли. Именно у нас есть такие профессии, подготовка как пекарь, технолог хлеба, кондитерских и макаронных изделий. Набираем ежегодно по 2 группы, то есть ежегодно порядка 50 готовых специалистов мы выпускаем. И они действительно востребованы на рынке труда. Уже 10 лет торгово-технологический техникум плотно сотрудничает с крупнейшим предприятием по производству хлебобулочных изделий. Там студенты проходят производственную практику, учатся работать и управлять процессом. Взаимодействуют СУС и с другими образовательными учреждениями. Например, гости из соседнего Пермского края на форуме хлеба уже во 2-й раз. Это научение тому, как выстроена учебная практика, как работают мастера производственного обучения именно по профессии пекаря. Это новые идеи совместные. У нас в 2013 году было подписано соглашение о сотрудничестве с Сыктывкарским торгово-технологическим техникумом, поэтому вот такое общение у нас. Обсудили также вопросы и господдержки специализированных предприятий. Речь, в частности, шла о районных пекарнях. В этом году под программу «Народный бюджет» попало 3 таких производства. С этого года мы ввели, они могут участвовать в проект, так называемые народные проекты, народный бюджет. Здесь, конечно, сумма небольшая, в пределах 500 тысяч, но по этому году хочу сказать, что у нас 3 предприятия хлебопекарных как раз в этом году получили эту поддержку по 500 тысяч именно на приобретение нового технологического оборудования и на модернизацию своего производства. Есть другие инструменты, которые сегодня государство может предложить, и они сегодня будут обсуждаться. Это и лизинговые компании, это и гарантийный фонд. Поддерживает республика и крупных производителей. Но вот парадокс. Вроде бы субсидии выделяются, а цена на один из главных составляющих потребительской корзины только растет. И если сравнивать с аналогичной привозной продукцией, то местные предприниматели пока в этом вопросе проигрывают. Мы находимся, скажем так, в условиях таких благоприятных, в том числе по транспортной доступности основного сырья. И, соответственно, нам выходит производить немножко дороже. Мы с этим работаем, мы модернизируем производство, снижаем свои издержки. И в дальнейшем мы, естественно, будем конкурентоспособными и отстраивать отношения таким образом, чтобы для нашего покупателя был доступен хлеб качественный, свежий и, самое главное, полезный. Чтобы конкурировать на рынке, сегодня каждому приходится держать планку. Речь здесь и про ассортимент тоже. В общероссийском тренде увеличение доли так называемых здоровых сортов хлеба. Забота о питании в последние годы становится все более популярной. Александра Головина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.